Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 25 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Шестерка бубновая – это карта дня. Это то, что мешает, то, что помогает. Три карты на отношения достанем. Три карты на работу. Карту на финансы. И итог дня. Итак, шестерка бубновая. Очень удачный день для того, чтобы выходить из какого-то привычного круга жизни. Это может быть, допустим, окончание для кого-то изоляции, да? Допустим, была работа в изоляции, теперь вот есть возможность, допустим, работать в офисе или еще где-то по месту. Также здесь может быть решение любых каких-то сложных вопросов, которые долгое время не решались. В общем, когда мы что-то делаем по-новому, да, когда уходят какие-то ограничения, когда уходят какие-то сложности, причем как-то это все легко происходит, нам как будто бы все помогают, люди помогают, обстоятельства очень удобные для нас какие-то происходят, случаются, и все решается. Кроме того, карта говорит о том, что мы надеемся на что-то здесь сегодня. То есть очень такое состояние ресурсное, когда мы как будто поверили в новое, поверили в себя, поверили в то, что все у нас будет хорошо. Карта, когда мы, знаете, может быть, прощаемся с прошлым, но к нам в это же время, в этот же день приходит что-то новое. Также может быть какие-то очень важные результаты приходят, ну, допустим, кто-то по здоровью получает хорошие анализы, да, хорошие результаты. Может быть, здесь выздоровление у кого-то. Также хорошая карта для того, чтобы избавляться от любого рода зависимости. Допустим, это может быть еда, это может быть алкоголь. Также хорошее время для того, чтобы заканчивать лечение, если вы принимали какие-то медикаменты. Хорошее время, чтобы прояснить для себя какую-то ситуацию, договориться с каким-то нужным человеком, решить вопрос с какими-то, может быть, ссорами, да, конфликтами, договориться так, чтобы всех все устраивало. Хорошее время для того, чтобы вот лично для себя что-то понять, какой-то анализ ситуации произвести, да, и вот сделать какие-то очень важные выводы для себя. Также карта может касаться религии для кого-то, да, для кого это важно, может быть, кто-то может тут в церковь сходить, или вот, ну, те места, которые вот по вашей вере, да. Что еще здесь может быть? Может быть, решаются какие-то вопросы с дальними поездками, либо с людьми издалека. Может быть, здесь решается вопрос с образованием, и здесь может быть даже получение диплома, сдача экзамена какого-то важного, решение вопроса с путешествием. Может быть, здесь какой-то даже выигрыш. Может быть, какие-то денежки приходят неожиданные. Может быть, хорошее время для того, чтобы решить какой-то юридический вопрос или даже выиграть в суде, да, для кого-то. Шестерка бубновая, вообще самая лучшая карта у нас в колоде, она означает у нас ангела-хранителя, да, то есть это вот, ну, как бы другими словами, да, это метафорически, конечно же, другими словами, у нас все сегодня ладится, что бы мы ни задумали. И если нам угрожает какая-то опасность, мы всегда под защитой, все разворачивается в нашу сторону. Если мы задумали какое-то важное дело, оно тоже у нас получается. В общем, шестерка бубновая – это карта, знаете, такой удачи для нас. А что нам будет мешать? Валет бубновый. Карта говорит о том, что вы можете быть очень резкими сегодня, проявлять, может быть, какие-то негативные черты своей личности, можете критиковать кого-то. Вот это все будет лишнее. Лишним будет вмешиваться в чужие дела, может быть, брать на себя чужие заботы какие-то, чужую ответственность. Не нужно сегодня
назначать, возможно, операцию хирургическую, если вот она у вас плановая, да, вот лучше, конечно, в этот день не делать ее, потому что вот для операции как раз вот именно не время сейчас. Нельзя быть холодными по отношению к другим людям, да, то есть нужно проявлять эмоции, заботу, какую-то сердечность. Что будет помогать? Будет помогать создание вокруг себя красоты, хорошая одежда, хороший парфюм, внешность та, которая нравится вам и окружающим людям, вокруг себя красоту создавать, да, вот то место, где вы работаете, чтобы было комфортным и красивым, чтобы домой вы приходили, там тоже вам все нравилось. И вообще вот будет помогать, может быть, какая-то сумма денег в кошельке лишняя, да, она будет вам придавать уверенности в завтрашнем дне, да, в себе, может быть. Хорошее время, вернее, хороший день для того, чтобы подарки какие-то, может быть, кому-то сделать, да, потому что вот это вам как-то может поспособствовать в ваших делах. Хорошее время для того, чтобы что-то приобрести для себя красивое. Это может быть с внешностью связано, может быть, вы можете денежки положить какие-то там в сейф, в банк или еще куда-то, да, то есть вот это тоже все будет вас как-то поддерживать. Посмотрим взаимоотношения. Для тех, кто в поиске партнера, король пиковый. Здесь карта говорит о том, что вы можете встретить человека старше вас, такого мудрого, зрелого, возможно, занимает какое-то положение в обществе высокое. Может быть, просто человек очень уверенный в себе, хороший профессионал. Он не давит, да, вы рядом с ним не чувствуете себя как-то ниже его, да, то есть это человек, с которым общение очень комфортное. Для тех, кто в паре, дама трефовая, карта говорит о том, что в основном вы будете сегодня заниматься делами, решать какие-то профессиональные вопросы, может быть, придется какие-то трудности решать, связанные с прошлыми какими-то делами. Давайте посмотрим еще дополнительную карту. Да, скорее всего, здесь какие-то, может быть, походы в государственные учреждения, какие-то справки, разрешения, документы какие-то оформляете, либо, может быть, здесь для кого-то купля-продажа, там сделки какие-то нужно будет заверять или оформлять. В общем, скорее всего, вы вот в таких вот делах, которые как-то личных отношений особо не касаются. Ну и также вот нельзя обманывать своего партнера сегодня, потому что у этого могут быть какие-то последствия не очень приятные, да, то есть нужно как-то потеплее относиться, нужно стараться говорить правду, либо уж хотя бы не говорить вообще ничего, да, лучше умолчать. Вот как-то прямой обман сегодня может очень плохо сказаться на ваших взаимоотношениях. Для тех, кто в ссоре, валет трефовый, карта говорит о том, что можете очень сильно здесь поспорить, поссориться, поругаться. Лучше сегодня не стараться мириться, лучше дать себе вот этот день на то, чтобы подумать. Теперь посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, семерка трефовая. Карта говорит о том, что у вас может быть какая-то, может быть, есть уже на примете какая-то работа, но вот, скорее всего, либо она вам не понравится, либо не понравятся люди, с которыми вам нужно будет работать, либо даже вот в последний момент могут отказать. Так, давайте еще одну карту достану. Но смотрите, если, допустим, эта работа уходит, то для вас это даже хорошо, потому что она действительно вам не подходит, она будет слишком много сил занимать и отбирать, и не будет давать удовлетворения. Но зато вам уже как бы готовится какая-то новая хорошая работа, возможно, это не сегодня, да, но в ближайшее время вы уже узнаете, хорошая такая информация придет вам о новой работе, которая вам действительно
точно подходит, где вы реализуетесь и так далее. Для тех, у кого есть работа, десятка пиковая, карта говорит о том, что здесь перемены. Может быть перемены в режиме, в графике, может быть перемены, связанные с оплатой. Здесь, скорее всего, перемены, связанные с каким-то вашим запланированным ростом. Ну, допустим, вы думали, что в какое-то время вы думали, что вам предложат, может быть, повышение, или, может быть, вы думали, что будет рост зарплаты. Но здесь вот пока что этого нет. Может быть, здесь даже вы захотите новую какую-то работу себе искать. То есть, оставаясь на старой, вы вполне можете искать новую работу. Может быть, это будет работа какая-то удаленная, или, может быть, это будет работа, которая потребует переезда вашего. Но здесь в любом случае какие-то перемены у вас в работе происходят. Причем они как раз связаны с какими-то вот вашими амбициозными планами, да, бывшими. Для тех, у кого свое дело, десятка червовая. Карта говорит о том, что или у вас появится надежный партнер какой-то, которому вы сможете доверять, может быть, вы долгое время его искали, либо, может быть, здесь вы захотите делать семейный бизнес, или, может быть, бизнес с другом, с друзьями. Или здесь очень хорошая возможность найти лояльных таких клиентов, да, которые долгое время с вами будут, которые будут много раз, допустим, у вас покупать или заказывать вашу услугу, что-то такое. Так, о чем еще здесь речь может идти? Здесь у вас, скорее всего, будет такой выбор. Вам придется выбирать, с каким человеком работать. Вам придется... Может быть, вы всегда хотели работать один, да, но чувствуете, что сейчас как-то не справляетесь и принимаете такое решение, что кто-то в ваш бизнес дополнительно еще входит, для того, чтобы он был более стабильным. Давайте посмотрим финансы. Девятка бубновая. Карта говорит о том, что в финансах тоже очень значительные перемены могут быть. Или, допустим, здесь какая-то большая трата. Ну, допустим, вы покупаете какое-то большое, допустим, вы покупаете, даже дом, да, тут даже какие-то крупные вещи могут быть. Либо просто тратите деньги как-то большой суммой, допустим, не рассчитывали, да, и вроде бы по мелочам покупали, и вот потратили очень такую большую сумму. Также карта связана с тем, что можно потратить деньги как-то непредсказуемо, да, то есть не по списку, скажем так. То есть вот здесь нужно быть осторожнее. Давайте посмотрим, чего это больше всего касается. Опять девятка у нас червовая. Но, скорее всего, здесь либо на что-то новое вы тратите деньги, да, либо это какие-то новые обстоятельства, новые события возникают у вас, и происходят у вас здесь траты. Но также может быть и, допустим, вы потратите часть денег, и тут же к вам может прийти, из нового источника какая-то вот финансовая поддержка. Так, кто это вам здесь может помочь? В основном это от семьи. Допустим, вы тратите деньги, и кто-то из семьи вам помогает какой-то суммой хорошей. То есть в любом случае тут как за деньги переживать не приходится. Одни уходят деньги, да, и тут же другие на их месте появляются. То есть с деньгами все в порядке. И итог у нас валет червовый. Карта говорит о том, что вы будете чувствовать себя очень комфортно в конце дня. Вы будете чувствовать, что сделали все, что могли. Вас будут поддерживать ваши близкие, о вас будут заботиться. Может быть, кстати, вот по этому итогу кто-то из ваших родственников, родни, близких людей, друзей проявит щедрость. Да? Вот мы говорили, что здесь денежка может приходить от близкого окружения. Вот, скорее всего, это будет вот в конце дня, либо во второй его части.
А что еще тут можно сказать? Будет много эмоций, будет много чувств. Если, допустим, здесь действительно день важный для каких-то перемен, для получения чего-то нового, для покупок, то это будет такое удовлетворение, радость от того, что у вас теперь это есть. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!